Здравствуйте, уважаемые ребята. Здравствуйте, уважаемая комиссия. Сажайтесь, пожалуйста. Меня зовут Юрий Рашат Фатович. Я учитель информатики гимназии номер 1 города Иваново. Сегодня я предлагаю вам окунуться в мир цвета и красок, которые нас окружают. Вам знакомо, ребята, такое мероприятие? Как называется? Как? Да, правильно, это фестиваль красок Холли, который появился в далекой Индии. И все большую популярность набирает в других странах. Также в России. Смотрите, пожалуйста, на экран. Вы видите картины известных художников-экспрессионистов. Какая их отличительная черта? Чем они отличаются от других картин? Яркие цвета. Да, яркие цвета еще. Контраст, взрывные цвета. Правильно, ребята. Вот эти художники использовали яркие цвета, взрывные цвета. Поэтому получаются такие яркие. Вот эта картина называется «Крик». Да? Вы все, наверное, знаете. Обратите внимание на следующий слайд. Какими инструментами это сделано, как вы думаете? В какой области информатики это можно отнести? Графики. Какой графики? Да, Тагир? Компьютерной графики, конечно. А вот это? Что объединяет их? Цвета, конечно. Погромче, пожалуйста, ребят. А что общего между ними? Можно ли выполнить такие рисунки без кисти, без карандаша, без красок? Можно, конечно, можно. Как раз с помощью компьютерной графики. Итак, как вы думаете, с чем мы сегодня будем заниматься? Изучением чего? Компьютерной графики. Еще чего? Дальше? Цветов, конечно, да. Тема нашего сегодняшнего занятия – это компьютерная графика и цветовые модели. Что мы хотим узнать? Чему научиться? Максим, чему ты хочешь научиться? Сиди. Мне кажется, что узнать побольше о Вот. цветовых Цветовых моделях. моделях. Да, конечно. Возьмите, пожалуйста, рабочие листы, которые лежат перед вами. Обратите внимание, там есть графа фамилия, имя. Подпишите, пожалуйста. И напишите тему нашего занятия. Написали? Теперь возьмите маленькие листочки, которые лежат перед вами, кто закончил. Эти листочки называются «до» и «после». Прочитайте вопросы, утверждения и заполните левую колонку, которая называется «до», колонку «до». При этом определив для себя границы знания или незнания вашего этого предмета, этой области, сегодняшней темы. На это я вам даю 30 секунд. Кто написал, отложите. Эти листочки нам понадобятся в конце занятия. Закончил? Итак. Возьмите, пожалуйста, рабочие листы еще раз. На этих листочках вы увидите задание. Около каждого практического задания есть критерии оценивания. После выполнения каждого задания вы должны будете оценить сами себя по этим критериям. Итак, приступим к первому заданию. Вы видите там табличку в клетке, которую нужно закрасить определенными цветами. Все цвета закодированы цифрами. Итак, приступаем. Всем понятно? Если какие-то цифры идут подряд, закрашивайте сплошными линиями. На это я вам даю 1,5 минуты. Получается?
Кто-то уже закончил, да? Молодцы. Молодец, Катя. Кто закончил, посмотрите, что-то получилось. Очертания какие-то получились. Возьмите в руки листочки рабочего и приблизьте их к себе сначала. Потом отдалите на вытянутую руку. Как лучше просматривать? Издалека. Что там получилось? Давайте вот еще издалека. На что похоже? Смайлик, конечно, это похоже на... Почему издалека лучше просматривается? Размер меньше и охватывает вас больше. Угу. Еще какая версия у кого? Почему издалека лучше просматривается? Они сглаживаются, да, они сливаются, можно сказать. Вот, ребята. Любую фотографию, если мы будем вот так приближать, увеличивать, мы можем заметить, что она состоит из таких же клеточек. Как называются такие клеточки? Пиксель, правильно. Значит, что такое пиксель? Как вы думаете? Ну, это клетка, это минимальный элемент изображения, обратите внимание. Вот изображение, которое состоит из таких же клеток, называется растровым изображением. Это для вас новый термин. Запишите, пожалуйста, определение растрового изображения. Итак, Дима, что такое растровое изображение? Из множества пикселей. Итак, определение на доске. Растровое изображение – это изображение, состоящее из пикселей. Посмотрите, пожалуйста, на экран еще раз. Если мы дальше будем приближать, мы можем увидеть уже цвета этих пикселей. Можете обнаружить какой-нибудь пиксель, который имеет несколько цветов? Нет. Значит, какой вывод из этого? Один пиксель имеет. Молодец, Регина. У пикселя, у любого пикселя может быть только один цвет. Единственный. А сколько основных цветов существует, знаете? 7. Ну, самый 7, говорит. 3. 3, может быть. Конечно, это зависит от чего? Сколько основных цветов мы будем использовать. Вот, ребята, набор этих основных цветов называется цветовая модель. Кто-то 7 может использовать, кто-то 3, может быть 4, в зависимости от цветовой модели. Итак, цветовая модель — это прежде всего еще в информатике математическая модель, поскольку каждый цвет имеет числовое значение. Запишите определение математической цветовой модели. Записали? Кто-нибудь слышали раньше, что такое цветовая модель? Вот это для нас новый термин. Итак, самая первая цветовая модель, которую мы будем сегодня рассматривать, называется RGB. Слышали? Она применяется на мониторах компьютеров, на проекторах, на телевизорах. Это первые буквы английских названий цветов. Давайте расшифруем. А по-английски? Red, green, blue. Все правильно. Это red, green, blue. Перед вами лежат ноутбуки. Откройте их, пожалуйста. И сразу там появится программа или приложение, можем так назвать, которое позволяет нам получать цвета при помощи этой модели. Попробуйте проэкспериментировать, получить какие-то новые цвета. Для этого будете двигать вот эти ползунки вверх-вниз. Попробовали? И теперь приступим к выполнению второго задания. Посмотрите на рабочие листы. Там у вас имеется практическая работа номер 2. Это таблица, которая заполнена частично. При помощи этой цифровой модели на компьютере вы должны будете получить вот эти цвета. Или по данному цвету, допустим, написать числовое значение этого цвета. Понятно задание? Итак, на это я вам даю
Одну минуту.